Евгений Михайлович, я знаю, что сейчас ваше педагогическое имя не нуждается ни в каких рекомендациях. Оно широко известно и в Советском Союзе, и за рубежом. Вы замечательный педагог, преподаватель центральной в Союзе музыкальной школы при Московской государственной консерватории. Но были и времена, когда вы сами были студентом и были учеником выдающегося профессора Константина Николаевича Игумнова. И, конечно, я думаю, те принципы, которые были заложены им, наверное, отразились и на вашей педагогической работе. Какое влияние имел Игумнов на вас? Мне выпало большое счастье заниматься у такого выдающегося профессора Константина Николаевича Игумнова. Это были замечательные уроки, незабываемые. Но это были не те уроки, с которых уходишь пораженный какой-то грандиозностью задач и невыполнимостью их. Наоборот, у меня было такое состояние после урока, что в сущности я это знал все. А он мне подсказал только мои собственные мысли. И я думал, как удивительно сходятся у нас с ним отношения к музыке. Вот это тот принцип, первый и главный принцип, который я старался пронести через всю свою педагогическую жизнь в занятиях с учениками, чтобы они почувствовали то же самое, что я им подсказываю их мысли музыкальные. Прошли годы. Когда мы были студентами, мы как-то относились к общению с Константином Николаевичем как к чему-то естественному и нормальному. Но когда прошли годы, мы особенно оценили его. И вот, когда мы начали сами преподавать, заново всплыло все то, чем одаривал нас Константин Николаевич. И пропущенное через собственный опыт приобрело все это новую силу и служило нам таким самым надежным компасом при решении самых сложных педагогических задач. А вот в какой области педагогической Игумнов оставил наибольший след? Конечно, в области фортепианного звучания. Он был сам мастером, по-моему, да, как так сказать, волшебник фортепианного звука. В отношении к звуку, конечно. И это был второй принцип, который я старался применить в своем педагогической работе. Внимание к звуковому воспитанию. Понимаете, можно сказать такую банальную истину. Музыка – это искусство в звуках. Поэтому главный критерий, независимо от того, какая интерпретация, какой стиль, какая фактура музыки, какой темп, штрихи, там, нюансы и так далее. Главный критерий заключается в том, как все это звучит. Да, в общем, мне кажется, есть пианисты, которые делают все, но если это не звучит, то эффект сводится к нулю. Да, вот это, наверное, будет главной темой нашего разговора сегодняшнего. Как научиться звучать на рояле. Но ведь для того, чтобы звучать, нужно уметь и слышать себя. Да, конечно. Правда, все ученики, играющие, утверждают, что они слушают и слышат себя, но это не всегда бывает так. Вы знаете, если говорить о принципах звукового воспитания Константина Николаевича, то я бы начал с такой одной лаконичной фразы, в которой сконцентрированы основные звуковые задачи. Константин Николаевич говорит, в сущности все, решительно все сводится к одному. Внимательно себя слушать. Это первая заповедь, которой мы должны следовать с самого детства. То есть не мы, а учеником с самого детства. Эта заповедь, этот принцип охватывает главные стороны звукового и технического развития. В ней, в этой заповеди, главное условие развития индивидуальности. И, наверное, секрет в этом и заключается секрет того звукового волшебства, которое
приписывается Константину Николаевичу. То есть внимательно себя слушать. Вот первое, главный принцип в звуковом воспитании.